В эфире нашего канала «Итоги дня». Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах. Глава Якутии Айсан Николаев поручил правительству региона проработать вопросы капитального ремонта подъездных дорог к микрорайону Звездный. Общественный транспорт для удобства горожан. 25 новых автобусов на газомоторном топливе поступят в якутскую пассажирскую компанию. С качеством и теплотой. В Якутске проводится конкурс по пошиву военного обмундирования участникам СВО. Ученики 11 класса получили новые учебники по истории. Впервые в России появился единый учебник для всей страны. Академия тимлидеров. В Малой академии наук прошел образовательный курс для лидеров волонтерского корпуса 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Глава Якутии Айсан Николаев поручил проработать вопросы проведения капитального ремонта подъездных дорог к микрорайону Звездный в ходе планерного совещания с членами правительства республики. Кроме того, он поручил решить вопрос с определением земельного участка для строительства нового здания летного училища в столице республики. Также были рассмотрены вопросы завершения строительных работ в регионе, а также реализация нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В Якутске маршрутные автобусы по проспекту Ленина начнут ездить с ноября. До конца октября должен быть завершен капитальный ремонт центральной улицы города. Об этом сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов. По его словам, до этого должно быть закончено наружное освещение, регулировка светофоров, а также установка автобусных павильонов. В данное время идет установка шкафов управления наружного освещения. – 25 новых автобусов на газомоторном топливе поступят в якутскую пассажирскую компанию. На сегодняшний день в столицу прибыло 5 автобусов. Каждый рассчитан на 119 пассажирских мест. До конца сентября поступят еще 10 и столько же в январе 2024 года. Напомним, сейчас в Якутске и междугороднем сообщении действуют 100 идентичных автобусов на газомоторном топливе, закупленных к столетию якутской автономии. О том, как проявил себя общественный транспорт, узнавала Марферина Алексеева. Модель автобусов изготовлена специально адаптированной для контрастного северного климата. Позволяет обеспечить комфортную температуру в салоне при экстремально низких температурах, так и в летний зной. По сравнению если с пазиком, с обычным, ну, конечно, и тепло, и двойные стекла сразу с завода идут. Печек много установлено. Что еще? Ну, коробка автомат на пазике механическая. Вот, уже удобно. Намного. Ходовка по-другому. Здесь пневмобаллоны, там рессоры. Мягко идет, хорошо. Тяга хорошая, двигателя хорошие. Также автобусы соответствуют требованиям перевозки маломобильных граждан. Здесь есть кнопка вызова водителя. Человек нажимает, водитель выходит с автобуса, помогает, то есть открывает, опускает аппарат, ставится на место, закатывается дальше, ограничитель поднимается сюда, все, человек закатывается на место. И когда надо человеку выйти, нажимает на кнопку и все. Впервые видим, что предусмотрено место для собаки-поводыря. Раньше такого не видел, честно говоря. Закупленные автобусы работают на газе, тем самым являются более экологичными и экономными в эксплуатации. Только за последние 8 месяцев они сэкономили 138 миллионов рублей. Мы заправляемся на заправке метаном по 22 рубля 30 копеек, то стоимость дизтоплива 62 рубля, там средняя. Вот и вся разница. А если брать по расходу топлива, то есть это 1 к 1. То есть если бы стоял дизельный двигатель, расход топлива был бы такой же, в эквиваленте, как и метан. Вслед за общественным транспортом на метан перейдут автомобили медучреждений Якутской и Почты России. Стоит также отметить, что якутяне с 2022 года имеют возможность перевести свои машины с бензина на газ, оплатив всего 10% из стоимости установки. Остальные 90% оплачивает правительство. Возьмем Toyota Probox, например, Toyota Corolla, Lada Granta, ну, те машины, которые сегодня спросом пользуются, например, ну, есть еще ряд других легковых автомобилей. Надо заплатить всего лишь 20 тысяч для того, чтобы перевести свой автомобиль на метан.
Во многих регионах платят 60 и более, да, у нас всего лишь 20 тысяч. Ну, если машина покрупнее, например, УАЗик или «Газель», то выходит порядка 40 тысяч рублей. Кто ездит, например, регулярно с Ленска, Мирный, Айхал по маршруту, по сути, ему достаточно регулярно, это 1-2 раза в неделю, ему достаточно 1,5-2 месяцев, чтобы эти затраты окупить. И, соответственно, потом остальные 10 месяцев он уже экономит для своего семейного бюджета. Грубым счетом у нас получалось 400 тысяч рублей экономия по году выходит. Сегодня средняя цена бензина 60 рублей, дизельного топлива 80, а цена метана 20 рублей. При этом расход 1 к 1. Кроме того, обладатели авто на газовом топливе на 50% освобождены от транспортного налога. Сегодня в Якутии 3 центра переоборудования. Но до конца года планируется открытие новых. Немножко анонсирую, да, дайте нам, пожалуйста, месяц. В следующем месяце еще один пункт переоборудования появится в Якутске. И вот мы были сейчас в Ленске. В Ленске тоже будет пункт переоборудования, соответственно, создан. На сегодня в республике 10 газозаправочных станций. К 2030 году планируется построить до 40 новых заправок. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Без тепла до сих пор остаются 4 социальных объекта в Якутии. В связи с ремонтными работами 3 школы в Нерюнгринском и Булунском улусах, а также детский сад в Якутске все еще не работают. Об этом сообщили в ходе заседания по отопительному сезону с участием первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Садовникова. Зампред дал поручение контролировать сроки ремонтных работ и как можно быстрее сдать объекты. Кроме того, во время заседания было выявлено, что в микрорайоне Марха без тепла остаются 4 жилых дома. Опять же, в городе Якутске, в районе Марха, где от кадетской школы были отключены 4 частных дома. Сегодня представитель муниципального образования взял в работу и надеюсь, что он эту тему завершит, как говорится, с предложением либо подключением, либо предложением альтернативного выхода из сложившейся ситуации. Определенный недогляд со стороны властей городского округа города Якутска получился. Опорные пункты Якутии в Донецкой Народной Республике доставили в подразделение, где служат военнослужащие из республики, более 50 квадроциклов «Сокол». Все вездеходы приняты на вооружение и включены в боевую работу. Продолжается активная поставка дополнительной экипировки, обуви и обмундирования. Об этом сообщил представитель опорного пункта Якутии в ДНР. Он также добавил, что в пункты временных дислокаций военных частей будут завезены печи длительного горения производства Якутского котлового завода, экипировка по условиям наступающего осеннего сезона. С качеством и теплотой 16 сентября стартовал конкурс по пошиву военного обмундирования участникам СВО. Организатором выступил добровольческий швейный цех, он же и проводил обучение швейному мастерству. Чтобы к 23 сентября, к итогам мероприятия, мастерицы выставили самые лучшие и качественные творения для наших храбрых бойцов. Подробности в нашем следующем сюжете. Эр-Хагун или «Храбрый боец». Именно таким названием нарекли полный военный комплект, состоящий из 14 вещей. Костюм, дождевик, толстовка, футболка, рубашка, головной убор и многое другое должно быть качественного пошива, красиво выглядеть и помещаться в небольшой мешок. Вещи шьются для наших бойцов, и потому требования мастериц к самим себе самые высокие. Требования у нас качество. Качество, еще раз качество. Не столько количество, сколько качество. Мы шьем для своих. Угу. Так что требуется очень высокое качество. У нас и нитки армированные, непростые нитки. Мы смотрим, будем, жюри, если начнет работать, конечно, будем тщательно каждый шов смотреть, конечно. Нехватка или отсутствие навыков не беда. Швейный цех также организовал мастер-классы по пошиву одежд. Сначала обучение шло в очном формате, а сейчас онлайн, просто для подкрепления знаний. Конкурс республиканский. 12 улусов приняли в нем участие, и каждый подготовил команду швей. В общей сложности порядка 80 мастериц. Я сама из Кангласского улуса, с Покровска. У меня команда есть там, 7 человек шили. А я сама здесь сижу, командую отсюда. У меня все пенсионеры работают. Мы первый раз участвуем. Очень тяжело, конечно, и волнуемся.
Добровольческий швейный цех обеспечил всеми необходимыми материалами, вплоть до ниток. Помня об особенностях тканей, используемых в военном обмундировании, обучил мастериц-любительниц специфике работы с ними, чтобы готовая одежда была самого лучшего качества. После окончания специальной военной операции данной форме будет найдено иное применение. Марина Захарова, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. В скором времени в Якутске откроется бесплатная школа программирования от Сбера «Школа 21», где каждый желающий старше 18 лет сможет получить востребованное образование в сфере IT. Сейчас в трехэтажном здании площадью 1900 квадратных метров, которое находится на улице Аюнского, проводится ремонт. По завершению реконструкции здесь появится 198 рабочих мест для учащихся. Помимо этого завершается заявочная кампания. Всего принято около 3000 заявок от желающих. Из них отобрали более 400. Главная особенность школы – это методика обучения равный равному, то есть участники работают над IT-проектами индивидуально или в команде, без менторов, лекций и оценок. 23 октября стартует первый отборочный интенсив, следом за ним пройдет второй отборочный интенсив. После этого ребята, прошедшие этот отбор, выйдут уже на основное обучение. Основное обучение стартует у нас в начале следующего года. Высокопрофессиональные разработчики будут выходить из нашей школы, и на рынке Якутии это очень востребованная профессия, у нас нехватка разработчиков. И, конечно же, да, мы надеемся вот эту нишу своими выпускниками заполнить. Литературный диктант состоится в Национальной библиотеке Якутии. Мероприятие пройдет 23 сентября. Диктант будет состоять из 20 вопросов, посвященных русской литературе от классики до современности. Как рассказали в медиацентре Национальной библиотеки, участник, который наберет максимальное количество баллов, объявляется победителем и получает диплом. Участник, набравший от 91% до 99% от максимального количества баллов, будет награжден дипломом отличника. Остальные получают сертификаты участника. Отмечается, что акция инициирована Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой. Впервые она состоялась в 2021 году, а уже в 2022 приобрела международный масштаб. Новыми учебниками истории обеспечили всех учеников 11 классов России. Всего было поставлено 755 тысяч учебников. Об этом сообщает Министерство просвещения страны. В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время уже ведется подготовка к следующему учебному году. Все регионы заказали новые учебники для 10 классов. Во все школы страны будет доставлено свыше 720 тысяч экземпляров. Министр просвещения России Сергей Кравцов в свою очередь отметил, что это первый единый учебник для всей страны. По его словам, для школ уже подготовлены единые государственные учебники по всеобщей истории и истории России для учеников 10 и 11 классов. Программа «Земский доктор» продолжает действовать в стране. Напомню, что она начала работать с 2012 года. Программа позволяет врачам при переезде в сельскую местность получить до 2 миллионов рублей. Фельдшерам – до 1 миллиона. Единственное условие – специалист должен отработать в населенном пункте 5 лет. О том, как программа реализуется в республике, расскажет Мария Кардашевская. Врач-терапевт Актемского отделения Хангаласской центральной районной больницы Сарглана Алексеева работала в медицине катастроф. После возвращения в профессию терапевта врач получила приятный бонус в виде 2 миллионов рублей. Конечно, я ее отправила все на закрытие ипотеки. Конечно, очень много, это подспорье большое. Ипотека для медиков процентом 1,7 был, и поэтому плюс это 2 миллиона, что очень было кстати. Я была очень рада, что мне такое предложение сделали вовремя, я вовремя перестроилась. Ну а Яна Дмитриева уже 3-й год работает в Улаханской врачебной амбулатории Хангаласской центральной районной больницы. Этим летом врач приобрела в Якутске частный дом. Прийти к заветной цели ей помогла программа «Земский доктор». Вступив в нее в 2020 году, медицинский работник получила возможность жить в квартире, предоставляемой государством, а в это время копить на собственное жилье. Благодаря программе «Земский доктор» я смогла приобрести жилье по ипотеке и внести первоначальный взнос. Мне сейчас осталось отработать из 5 лет 2 года. За 10 лет работы программы в республике привлечено уже более 1000 специалистов, а это в среднем по 35 новых специалистов в каждый улус республики. Всего за период с 2012 года у нас по программе привлечено на работу 1083 врача и 147 фельдшеров. Из них на работу прибыло в арктическую зону 233 врача и 40 фельдшеров. В этом году мы запланировали прибытие 149 специалистов, из них это 122 врача и 27 фельдшеров.
Также с 2022 года участники программы имеют право летать из Якутска до населенных пунктов арктической зоны и обратно по субсидированным билетам. Как показала десятилетняя практика, отсутствие налогообложения и ограничений по использованию денежных средств делают программу «Земский доктор» хорошей возможностью накопить на стартовый капитал. Поэтому программу планируется продолжать. Мария Кардашевская, Виолетта Засимова, Павел Пахомов, Федор Тарасов, Хангаласский улус, Якутск. Осень – это время, когда необходимо принять меры по защите себя и своих близких перед предстоящим подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прививочная кампания в Нерюнгринском районе набирает обороты. Все подробности в материале наших коллег. В Нерюнгри стартовала кампания прививок против гриппа, в ходе которой вакцинировать планируется не менее 60% населения. На текущий момент в районе наблюдается небольшой рост сезонными заболеваниями, и в первую очередь специалисты связывают это с началом учебного года. Прогноз по эпидемиологическим показателям, он аналогичен прошлогоднему. Рост заболеваемости у нас начинается уже с сентября месяца. И я думаю, что в целом то превышение эпидпорогов, которое, в общем-то, прогнозируется, оно будет как раз формироваться на ноябрьские и декабрьские периоды, когда и будут приниматься основные ограничительные мероприятия. А в остальном ситуация пока под контролем, относительно спокойная и позволяет нам работать в штатном режиме. Безусловно, основной группой риска остаются дети. Именно они вакцинируются в первую очередь. По данным Нерюнгринского территориального отдела Роспотребнадзора, поступление вакцины в медицинские учреждения идет по графику. В наличии препараты как для детей, так и для взрослых. Началась прививочная кампания, мы получили вакцину против гриппа. Ну, грипп как такой вовсе не зарегистрируется. Но у нас в последнее время, в связи с тем, что мы хорошо прививаемся, у нас вовсе грипп практически не встречается в нашем Нерюнгринском районе. Теперь мы начали прививать сначала детские сады и в школах. От родителей мы уже согласие получили, и прививочная кампания скоро приступит к этому делу. Мы практически уже начинали прививать. Специалисты отмечают, что важно сделать прививку еще до наступления холодов и роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. На здании медицинского колледжа в Якутске появится мурал с изображением Екатерины Деминой, героя СССР, санинструктора и единственной женщины, которая во время Великой Отечественной войны служила в морской пехоте. По словам председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий Якутии Николая Гребенникова, мурал будет напоминать о вкладе медицинских работников в победу в Великой Отечественной войне. Здание медицинского колледжа было выбрано не случайно. Екатерина Демина во время Великой Отечественной войны была санинструктором. Он отметил, что работы ведутся ночью и должны закончиться до конца недели. В Южной Якутии в память Михаила Николаева состоится музыкальный экспресс. В год педагога и наставника проект «Музыка для всех» проведет в Южной Якутии музыкальный экспресс в памяти Михаила Ефимовича Николаева, первого президента республики, и автора проекта «Музыка для всех». Программа будет проведена в Алдане, Томмоте, Нижнем Куранахе, а также Нерюнгри. В рамках проекта пройдут курсы повышения квалификации, мастер-классы и концерты классической и народной музыки. Также по итогам поездки и работы Южного музыкального кластера планируется круглый стол. В Ленском районе прошла спартакиада по адаптивной физической культуре. Мероприятие проходило 2 дня. В первый день соревновались дети, во второй – взрослые. В мероприятии приняли участие жители с ограниченными возможностями здоровья со всего района. Подробнее в следующем сюжете. Первый день спартакиады по адаптивной физической культуре. В спортивном зале «Карат» собрались особенные дети с ограниченными возможностями здоровья. 45 человек, среди них ученики коррекционной школы, ребята, посещающие спортивный зал адаптивной физической культуры, те, кто ведут активный образ жизни, несмотря на особенности своего здоровья. У нас, на самом деле, эти данные соревнования проходят с 2010 года. Мы не могли, проводить вот так в обширном виде и настолько о себе заявить, потому что у нас не было зала адаптивного физической культуры и спорта. На данный момент он у нас и есть. Мы заявляем о себе, что мы в этом направлении работаем. Перед началом соревнований для ребят ведущие спортсмены Якутии провели мастер-классы по шашкам и шахматам, дартсу, настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки и луку. Стрельба из лука, я даже не ожидал вот такого ажиотажа. Да? Они вот сразу подошли, потрогали все, очень... У них желание позаниматься, да, узнать что-то новое, вот. Очень хорошее.
Вот, мне очень понравилось. Также ребята поучаствовали в игре «Веселые старты», покидали мяч в кольцо. Я бегала хорошо, у меня есть одноклассницы со мной бегали, и мне очень понравилось. Дети, родители и педагоги остались довольны мероприятием. Моему ребенку нравится ходить на такие мероприятия, но быстро устает. Всем организаторам спасибо, что уделяют нашим деткам внимание. Безусловно, такие мероприятия нужны. Из-за ковида 2 года соревнований по спартакиаде не было. Дети, конечно, в 4 стенах очень скучают. Им нужно общение, нужна социализация. Поэтому я считаю, что не раз в год такое мероприятие нужно проводить, а минимум хотя бы 2 раза в год. И не только для детей-инвалидов, но и для детей ОВЗ. По итогам соревнований все ребята получили грамоты, медали и ценные подарки от спонсоров. Во второй день соревновались уже взрослые. Участников тоже было более 50 человек. Целые делегации приехали из деревень. Так, с Бичинчинского наследия в спартакиаде приняло участие 9 человек. Ой, я сегодня в шахматах участвовала, конечно, да. Но женщин в шахматах почему-то нету, поэтому я заняла первое место, хотя проиграла всем. Мастер-класс сегодня хороший проводили по теннису. Мне очень понравилось, да. Вот, почаще бы что-нибудь такое, конечно, да. Ну, мы бы приезжали, конечно, да. И хорошо бы было, чтобы в деревню нам, например, в месяц 1 раз машину выделяли, чтобы мы приезжали. Светлана Барыбина – одна из активистов общества инвалидов. Женщина старается принимать участие во всех мероприятиях, любых культурных, массовых, спортивных. Спартакиаду, конечно, тоже не смогла пропустить. У нас сегодня проходили соревнования по многим играм. Я участвовала в дартс, игра в дартс, шашки, и еще собираюсь участвовать в бросок в кольцо. Мы сильные духом, спортивный народ. Стремимся к победе и только вперед. Дартс, шашки, шахматы, стрельба из лука. Эти дисциплины подбирали организаторы с учетом возможностей соревнующихся. Феноменальные спортивные результаты здесь дело десятое. Борьба шла не с соперниками, а с собственным недугом. Несколько десятков линчан благодаря спартакиаде доказали себе и другим, что невозможное возможно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Академия тимлидеров. Под таким названием в Малой академии наук прошел образовательный курс для лидеров волонтерского корпуса 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Летом следующего года они будут курировать работу около 2000 волонтеров. Подробнее об Академии тимлидеров расскажет Виолетта Засимова. Тимлидер – это друг и лидер команды волонтеров, который их сплачивает и координирует. Он должен обладать такими качествами, как коммуникабельность и стрессоустойчивость. Для прохождения Академии тимлидеров были отобраны 100 молодых девушек и юношей со всех уголков республики. Я работаю специалистом по делам молодежи, семейной политики и спорту в Медино-Кангаласском улусе. Сюда я попал по приглашению. Ребята все очень активные, позитивные, все заряженные. Сама я являюсь менеджером отдела развития туризма в агентстве развития туризма Якутии. Получается, меня пригласили организаторы, и я сразу приняла вот это приглашение. Несомненно, быть участником, быть тимлидером международных спортивных игр «Дети Азии» – это такой шаг большой. И я обдумывала, и потом сразу решила, почему бы и нет, давайте, я с вами. Академия тимлидеров стартовала в субботу и длилась 3 дня. За это время участники прошли тренинги по командообразованию, мотивации и лидерству. Также состоялись лекции об истории игр «Дети Азии», волонтерском движении, правилах этикета и делового общения, особенностях культуры и традиций стран-участниц игр и так далее. Большинство тимлидеров у нас являются студентами. Также есть еще работники, сотрудники образовательных организаций. Средний возраст 21 и 25, где-то так. В заключительный день работы Академии состоялось торжественное закрытие, где с напутственными словами выступил президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов. Я уверен, что многие из вас в следующем году возглавят те или иные направления и сделают 8-е летние игры «Дети Азии» 2024 года лучшими за всю историю их проведения. И мы все вместе покажем всю красоту нашей родной республики.
Напомним, предстоящие летние игры «Дети Азии» пройдут в городе Якутске. Ожидается участие более 25 иностранных сборных. И совсем недавно стартовал набор волонтеров, которые будут сопровождать эти сборные и помогать в организации игр. Подать заявку и ознакомиться со всеми критериями отбора можно на сайте добро.рф. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.